Патриотический поезд «Мы – армия страны, мы – армия народа» прибыл во Владикавказ. Каждый вагон железнодорожного состава тематический. Рассказывает о прошлом и настоящем вооруженных сил России. Подробнее обо всем Марина Караева. Вместо привычного голоса диспетчера, который объявляет о прибытии поезда, звуки осетинской гармошки и доулем. Вот так торжественно и ярко, как и положено на Кавказе, жители Северной Осетии встречают необычных гостей. На вокзал Владикавказа прибыл патриотический поезд «Мы – армия страны, мы – армия народа». Железнодорожный состав прибыл в столицу республики из Севастополя. Его встретили сотни гостей и жителей города воинской славы. Вместе с собой поезд привез историю и современность вооруженных сил России. 17 вагонов, 6 из них тематические, и в каждом своя атмосфера. Вагон «Современная армия». Здесь можно увидеть интерактивные экспозиции, военные фотографии из горячих точек, а также оружие, обмундирование солдат и даже образцы мин-ловушек. Здорово, что такое сделали для всех людей, особенно для молодых, для подрастающего поколения, чтобы они видели, знали и, конечно же, проникались этой благодарностью тем, кто когда-то отстоял нашу Родину. И сегодня тоже люди, которые защищают нас, наша армия. И мы все это можем увидеть своими глазами, посмотреть. Следующий вагон – победа над невидимым врагом. Он посвящен борьбе военных медиков с коронавирусом. Тут несколько зон, кабинет, в котором любой желающий может сделать экспресс-тест на COVID-19. Дальше палата для ковидного пациента, где все как по-настоящему. Прозрачная перегородка, которая делит зону на красную и чистую. И даже врачи в средствах индивидуальной защиты не отходят от больного ни на шаг. Эта одежда позволяет им защититься от заражения в течение 6 часов. Именно столько длится дежурство. В середине вагона ребятам показали полевые сумки, которыми пользуется медицинская служба. Каждая может весить до 11 килограммов. Содержимое позволяет оказать первую медицинскую помощь больному или раненому. Переноску облегчает то, что сумка выполнена в форме рюкзака. Сумка первой помощи, которая находится на оснащении санитара и санитарного инструктора. Сумка фельдшера войсковая, которая оснащается фельдшер роты, фельдшер батальона. И сумка врача войсковая, с которой на поле боя возле фронтовой линии находится врач батальона, врач части. Не обходят стороной люди и вагон, посвященный главному храму вооруженных сил России. Школьников особенно порадовало, что при осмотре выставки им пригодился и смартфон. Мне понравился интерактивный вагон-музей, потому что там можно было скачать приложение, включить камеру, навести камеру на QR-код, и можно было погрузиться в мир войны. А вот глаз мальчишек больше цепляет боевые экспонаты. Особое внимание образцам военной техники, которая представлена на платформах. К примеру, «Тайфун К». Машина может безопасно перевести 14 человек. Она может выдержать взрыв до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. Акцию проводит Минобороны страны. За 64 дня поезд пройдет более 33,5 тысяч километров. Он призван укрепить, сплотить народ и армию. Этот поезд – символ нашей великой истории, нашего единения. Мы должны передавать наш бесценный исторический опыт подрастающему поколению. Мы должны понимать, что это величайшая честь – охранять свою родину и служить своей стране. Наша цель – сплочение общества через историю и современность, успехи и достижения, противостояние историческим фальсификациям. Мы хотим напомнить всем героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения вооруженных сил, развитие армейского движения и работу военных медиков в период пандемии. Поезд стартовал с Киевского вокзала Москвы 25 апреля. Позади остался Севастополь, Мурманск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Владикавказ стал 15-м в маршруте поезда. Дальше его путь лежит через Назрань, Волгоград, Саратов. Всего состав должен посетить 51 город. Марина Караева, Хетак Гапоев. Новости Осетии.